Северная Осетия готова предоставить рабочие места беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила председатель комитета по занятости населения Альбина Плаева. В начале новой недели сотрудники ведомства планируют посетить все пункты временного размещения и провести анкетирование. На его основании будут подбирать актуальные рабочие места. Как сообщает руководитель комитета, средняя численность вакансий в регионе порядка 1200 в месяц. Готовы этих людей видеть в качестве почтальонов, швей, женщин в основном. Для мужчин мы могли бы предложить места водителей, автослесарей, инженеров-проектировщиков. То есть что предложить есть. Численность пока для рынка в Северной Осетии не критическая. И для местного населения в условиях санкций, и для вновь прибывающих жителей Донецкой и Луганской народных республик мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы обеспечить их рабочими местами. Детям из ДНР и ЛНР создали все условия для образовательного процесса. Сейчас на территории республики их 140. Они находятся в 2 пунктах временного размещения. Всем раздали учебные материалы и канцтовары. А еще их будут привозить и забирать из школы, обеспечат бесплатным горячим питанием. Какие из этих примеров мы имеем? Да, ребята? В санатории «Юность» 3 марта уже прибыла организованная группа из 17 детей, которые спортсменки, которые занимаются гимнастикой. На сегодняшний день образовательный процесс организован для них на базе лицея города Владикавказа. Это то, что так называемое сухое русло. Оставшиеся дети распределены у нас по 2 школам города, 43-44. Планируется, может быть, будут какие-то изменения там, потому что сейчас у нас этот вопрос прорабатывается. И близлежащие детские сады. Дети, которые находятся в санатории Томиск, с 1 по 8 класс будут проходить обучение в самом санатории Томиске, а с 9 по 11 класс они будут каждый день приезжать в 5-ю школу Алагира, где будут тоже им организован образовательный процесс. Детям из ДНР и ЛНР организуют и досуг. Они смогут посетить спектакли и постановки в театрах республики. Сегодня их пригласили в театр юного зрителя «Шаби». Ребятам показали спектакль, где они получили массу впечатлений. Каких, расскажет Зара Соколоева. Таких эмоций эти ребята давно не испытывали. Старая армянская сказка, которая рассказывает о вечной борьбе добра и зла. Дети смотрят с интересом, будто ждут от истории чуда. И вот она, долгожданная развязка, и кажется, что о страшных событиях уже ничего не напоминает. Мне с другом понравилось. Хороший был спектакль, спасибо. Ребят сопровождают родители, и сейчас им особенно важно сделать все, чтобы отвлечь детей хотя бы ненадолго. Говорят, такого теплого приема не ожидали. Нам спектакль сегодня очень понравился. Очень интересно. Дети довольны. Мы улыбаемся, мы счастливы. Спасибо за прием. От души, искренне. Разместили эвакуированных из ДНР и ЛНР в санаториях «Юность» и Томиск. Совсем скоро театр юного зрителя «Шаби» со своим представлением отправится и туда радовать ребят. Те ребята, которые приехали такими грустными глазками, сделаем все, чтобы было нашим деткам здесь хорошо. Гости смогут посетить и спектакль Остинского театра, а также побывать на представлении конного театра «Нарты». Для них будут организованы мастер-классы по изучению остинского языка и танцев и экскурсии. Зара Соколоева, Диана Кабалоти, Новости Осетии. Санкции никак не повлияют на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом шла речь на заседании Общественного совета. Федеральные органы власти выработали антикризисные меры. От оплаты освободят многодетных семей. Людям старше 65 лет субсидируют 70% стоимости услуг ЖКХ. Отменят и комиссии банков при оплате коммунальных услуг. Стоял, конечно, вопрос импортозамещения оборудования. Насколько мы знаем, насколько нам заверили, что практически в большинстве своем все оборудование, которое у нас есть в коммунальной сфере, оно отечественное. И в том числе предложение было до 0,1% за операции, которые проводят управляющие компании по предоставлению жилищных услуг.
Не просто в условиях санкций и предпринимателя, особенно тем, кто только открыл свое дело. Героиня нашего следующего сюжета – владелец мастерской по пошиву постельного белья. Успешно реализует его и на маркетплейсах. Сейчас закупочные цены буквально взлетели. В такой ситуации приходится повышать цену и на сам товар. Но предприниматели не отчаиваются и уверены, это хорошая возможность развивать отечественное производство. Валерия Козаева продолжит. Вязь, страйп-сатин, ранфорс – это лишь часть разновидностей хлопковой ткани. Одна лучше подойдет для отеля, другая создаст комфорт в доме. Нюансов много, но о них Рита Габеева знает все. В прошлом году она открыла собственное дело – швейную мастерскую по пошиву постельного белья. Мне самой очень нравится домашний уют, домашний текстиль, чтобы дома все это было красиво, уютно. Начало было, мы еще не шили, а просто это все. Пока зарегистрировали, пока бренд получили, пока сертификацию прошли, этикетку придумали свою, разработали дизайн. А уже отшивать мы начали, работать мы начали уже в 2021 году. Увлечение переросло не только в любимое дело, но и в перспективный бизнес-проект. Оформили бренд, затем наладили работу. Рита кроит, ее коллега шьет. Оставляем еще припуск на швы по 3 сантиметра с двух сторон. За год работы марка вышла на крупнейший маркетплейс в России. Предпринимательница вспоминает, поначалу разобраться в механизме интернет-магазина было непросто. Все анализировали и изучали сами. Мы начали с того, что пока экспериментировали. Начинали с российских тканей. Мы закупали узнали, кто лучше всего, самые лучшие ткани в России, производители кто. Потом все-таки поняли по спросу покупателей, что что-то другое еще хотят. Любовь к своему делу чувствуется буквально во всем. Даже упаковка продумана до мельчайших деталей. Каждый заказ девушки изготавливают тщательно. Главный принцип – индивидуальный подход. Только такое трепетное отношение к работе может принести достойный результат. Со временем планируют расширить производство. Уже продумывают дизайн кухонных полотенец. Сейчас свои коррективы вносят санкции. Закупочные цены на ткани буквально взлетели. Рита признается, в данной ситуации плана действия нет, есть только неопределенность. Но девушка не унывает, уверена, работа наладится, продолжит приносить не только удовольствие, но и стабильный доход. Валерия Козаева, Давид Битиев. Новости Осетии. Заключительный этап Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности провели в СОГО. Свои знания в этой области проверили школьники и учащиеся средних образовательных учреждений республики. Всего около 40 человек. Ребятам нужно было пройти 3 испытания. Это задачи, эссе и блиц-игра. Работы будут оценивать специалисты в области банковского отдела, финансовой грамотности и математики. Цель проекта – выявление и повышение уровня знаний молодежи региона в этой сфере. Победители и призеры получат льготы при поступлении в экономические вузы страны. Участвую в Олимпиаде, чтобы попробовать свои силы. Может, это даст какой-то старт в будущем для будущей карьеры, для поступления. Мы готовились, нам помогали. И, в принципе, это было в рамках наших сил. Олимпиада дает ребятам возможность попробовать свои силы, реализовать свои знания. Здесь очень, я даже смотрю, такие приятные, интеллектуальные лица, такое светится огонь в глазах. Ребята должны всегда принимать участие в Олимпиадах, потому что они должны всегда к чему-то стремиться к победе. Более 34 тысяч саженцев высадят в республике в рамках международной акции «Сад памяти». Она проводится по поручению президента и имеет особое значение. Акция была задумана как способ почтить павших в боях за Родину. В этом году в России планируется вновь высадить 27 миллионов деревьев по числу погибших на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Первые памятные посадки в Северной Осетии пройдут 8 апреля. Тогда в лесном фонде в районе селения Батако лесоводы и волонтеры высадят 2000 саженцев грецкого ореха. В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские общественные организации, жители Северной Осетии, студенты и школьники. К участию в мероприятии может присоединиться любой желающий.
Северостинские армрестлеры успешно выступили на первенстве России. Спортсмены заняли первое общекомандное место и привезли 44 медали. Такого результата удалось достичь только благодаря упорным тренировкам. На одной из них побывала Сабина Гатагова. Физическая подготовка, мгновенная реакция и точная техника, качества которыми должен обладать каждый армрестлер. 44 медали и 30-я победа подряд подтверждают статус одной из сильнейших команд. Рвения к победе у Владимира Годзонова было столько, что молодой человек сломал левую руку, но правой все-таки вырвал золото. На левую руку это был наш уже последний день, и я вышел, смотрите, боролся в полуфинале, и я сломал руку левую. И стал третий. Бросил так руку, что она не выдержала и локоть треснул. Казалось бы, этот вид спорта для сильных и мужественных парней, а не для хрупких девушек. Стереотип развеяла Дарина Гергиева. На турнир она приехала за реваншем. В прошлом году завоевать золото не удалось. Но сейчас ежедневные тренировки и уверенность подарили девушке долгожданную медаль высшей пробы. Соперница у меня была девочка, тоже из Осетии. Я с ней боролась уже на республике. Очень сильная тоже была. Понравилось, как я выступила по сравнению с прошлым годом. Президент Федерации армрестлинга Таймураз Цахилов говорит, залог успеха – работоспособность. Несмотря на то, что спортсмены молодые, перспектива есть у каждого. Готовились к чемпионату долго и упорно. Отличные удачные выступления в этом году. Много медалей у нас. Все 3 возрастные категории мы выиграли. И мы всегда едем, чтобы выиграть это командное место обязательно. Мы уже столько лет выигрываем. Лет 30 не проигрываем. Сейчас у спортсменов одна общая цель – доказать, что осетинские армрестлеры самые сильные не только в России, но и во всем мире. А победители уже открыли для себя дорогу в сборную страны. Сабина Гатагова, Хета Гапоев, Новости Осетии. Такой была информационная картина дня. Спасибо за внимание и до встречи.